13 апреля в Якутске состоялось открытие ледяной скульптуры современному политическому деятелю Владимиру Жириновскому. Памятник, открытый к 70-летнему юбилею политика, может храниться вечно, в царстве вечной мерзлоты. Сегодня в царстве вечной мерзлоты появляется фигура нашего лидера. Я поручаю, якутскому региональному отделению следить за тем, чтобы никто не поломал, не испортил. Желательно раз в месяц приходить и приводить сюда экскурсии. То есть я уверен, что наибольшее количество фотографий будет именно с Владимиром Вольфовичем Жириновским. Депутат Госдумы поручил автору идеи, лидеру якутского ЛДПР Гаврилу Парахину, лично следить за состоянием скульптуры. Сам Гаврил Павлович считает, что скульптура Жириновского может привлечь в Якутию дополнительных туристов. Конечно же, я думаю, будет большой вклад носить и в развитие туризма. И на самом деле мы недавно узнали, что более 70 тысяч туристов проходят здесь, в царстве вечной мерзлоты, за год. Я думаю, что в дальнейшем, тем более у нас развитие сейчас российского туризма, я думаю, ни в коем случае не сделает хуже для того, чтобы такого замечательного политика, выдающегося лидера нашей страны, который большой вклад внес в развитие Дальнего Востока, будет сегодня стоять здесь. Интересно, что Владимир Вольфович соседствует с повелителем холода Чесханом, резиденцией Деда Мороза и настоящим палеонтологическим музеем. Комплекс Царства Вечной Мерзлоты – это уникальный природный музей, расположен внутри горы, где любое время года сохраняется низкая температура. Как утверждают сотрудники музея, срок хранения скульптуры в таких условиях неизвестен, но может измеряться веками и тысячелетиями, если не вечностью. Вот из-за юбилея они решили делать Владимира Вольфовича. А вообще какая реакция на скульптуру? На скульптуру, да, равнодушных нету, да. Вот удивляются, да, некоторые радуются, некоторые, все равно, воспринимают очень, восторженно. То есть это почти что такой мифологический персонаж? Да, равнодушных нету. Как увидят, да, его, это... Узнают, да? Узнают, да. Композиция «Танец любви», «Череп лося», а теперь вот буквально через несколько метров и Владимир Вольфович Жириновский. 13 апреля состоялось открытие ледовой скульптуры, посвященной российскому политику. Николай Борисов специально для ИСИА.